Пока в столице нашей страны готовится к проведению парада Великой Победы, здесь, в Малгобеке, кадеты Горского кадетского корпуса чеканят шаг. Они открывают торжественное мероприятие, посвященное 79-й годовщине победы над фашизмом. К великому, светлому и одновременно грустному празднику у жителей Малгобека особенное трепетное отношение. Во-первых, хочу передать поздравления от имени главы Республики Ингушетия Калиматова Махмуда Алима Шариповича с этой замечательной датой 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне советского народа. Неизгладимый вклад в эту победу внес и город воинской славы Малгобек, и те воины, которые его освобождали, защищали. Малгобекская битва считается второй по количеству участвующих в танковых сражениях после Курской дуги. И здесь как раз был надломлен хребет гитлеровской армии. Хорошее вы делаете дело, это воспитание нашего подрастающего поколения, идеологического. Вы знаете, что вчера была инаугурация нашего президента Владимира Владимировича Путина, и он в своей речи четко выстроил и дал понять отношения и в мировом сообществе, и в политическом, а самое главное, были намечены пути дальнейшего развития России до 1936 года. Это нацпроекты, это школа, это здоровье, это возрождение нации. Поэтому у нас есть четкий путь, обозначенный президентом. Мы по этому пути будем двигаться. Но и сегодня хочется сказать особые слова благодарности и участникам специальной военной операции, их родителям, детям, которые посылают им письма. Поэтому лозунг «Наше дело правое, мы победим» остается и актуальным. Война поделила жизнь всех советских жителей на до и после, разрушила планы каждого. 79 лет назад в боях за город нефтяников погибло более 120 тысяч советских солдат и офицеров. Житель Малгобека, композитор Александр Чередниченко написал гимн города воинской славы, а его отец принимал участие в битве за Кавказ. Город воинской славы, он насыщен героическими поступками, трудовыми. Я в нем родился, я в нем вырос. Пост номер 1 – это была та акция, когда нас маленьких возили, мы стояли около мемориала. И то, что сегодня происходит, это очень необходимо для нашего консолидации общества, прежде всего для нашей памяти. У меня отец тоже ветеран войны, защищал и Кавказ, дошел до Праги. И мы сегодня, естественно, в сегодняшний день, эта акция меня очень трогает, прежде всего. И мне хочется обратиться ко всем нашим горожанам, малгобечанам. Берегите наш город, любите наш город, потому что память наша и наше прошлое, оно достойно того, чтобы мы в будущее шли с открытыми, замечательными, чистыми, светлыми, праздничными глазами. После участники митинга перешли к другой части торжественного мероприятия. Здесь заново зажгли вечный огонь. Частицу этого пламени привезли 3 дня назад из Москвы от вечного огня могилы неизвестного солдата в Александровском саду. Там дали старт международной акции «Огонь памяти». На столе рядом с вечным огнем стоят 6 лампад. Они предназначены для регионов округа. Одну за другой их зажигают частичкой вечного огня, привезенного из Москвы, и передают нашим соседям-регионам. Осторожно. Эту лампу с частичкой вечного огня из Александровского сада мы отвезем в Северную Осетию, откуда будет зажжены 3 вечных огня, из которых 1 вновь созданный в селении Раздзок. Огонь – это прежде всего память, и эту память мы должны хранить и передавать из поколения в поколение, и эта память, она бесценна. Сегодня большая благодарность от Карачаево-Черкесии, нашей братской республики Ингушетия, потому что сегодня весь Кавказ практически собрался здесь. У нас в Карачаево-Черкесии планируется дальше тоже мероприятие, мы привезем огонь памяти. Завтра возложение у нас у главного вечного огня в городе Черкесске, в столице республики, массовое мероприятие. И дальше мы обязательно проедем уже традиционно места захоронений. Мы обязательно довезем этот огонек наших сердец до каждого места захоронения солдат, павших в Великой Отечественной войне.
Часто Великую Отечественную сравнивают со специальной военной операцией на Украине. Мы видим, что 50 развитых государств снабжают деньгами и военной техникой Украину, превращая ее в аналог Третьего рейха. Россия воюет и явно не проигрывает. Тогда и сейчас нам противостоят, грубо говоря, нацисты и экстремисты, которые пытаются навязать мнение Запада и вообще волю Запада для наших народов. То есть это и для России, и для Украины, для Белоруссии, и для всего постсоветского пространства. Конечно, они хотят навязать свою какую-то идеологию и заставить нас преклоняться и, условно, отдать свои ресурсы. То же самое, как было во Второй мировой войне, когда Гитлер захотел захватить территории, ресурсы, которыми обладал Советский Союз, и установить там свой протекторат. Как рассказали в движении, в этом году огонь будет доставлен в 41 регион России, а также в 14 государств, страны Европы, Азии и Африки, в том числе в Беларусь, Алжир, Кипр, Азербайджан и Сербию. Цель этой акции патриотическая, для того, чтобы мы не забывали о наших дедах, которые отдали жизнь за наше будущее, и поддержать тех, кто сейчас, их сыновей и внуков, которые сейчас защищают нашу страну и борются с нацизмом. Ветераны боевых действий, труженики тыла, родные и близкие участников войны. Взрослые и дети сегодня отдают дань памяти защитникам Балгабека и возлагают цветы возле главной достопримечательности города. В завершении торжественного мероприятия собравшиеся по традиции почтили память погибших минутой молчания. Муслим Ганиев, Али Зязиков, Магаз 24.